Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Хоккеисты московского «Спартака» одержали победу над «Борисом» из Нур-Султана в домашнем ретро-матче в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В первом периоде отличился на 9-й минуте встречи игрок красно-белых Илья Зубов. Во втором периоде на 25-й минуте матча Артем Федоров удвоил преимущество «Спартака». Спустя 2 минуты гости провели первую серьезную атаку в матче, которая завершилась голом Аркадия Шестакова. А на последних секундах нападающий «Спартака» Александр Хохлачев установил окончательный счет в матче 3-1. «Спартак» занимает 5-е место в западной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах. Теперь красно-белым предстоит серия из 3 матчей в гостях против Сибири из Новосибирска 25 декабря, Челябинского «Трактора» 27 декабря и Сочи 29 декабря. «Борис» располагается на 3-й позиции Восточной конференции. В активе клуба 50 очков в 38 матчах. «Борис» сыграет на своей площадке против Петербургского «СКА» 25 декабря, Минского «Динамо» 27 декабря, Екатеринбургского «Автомобилиста» 29 декабря и китайского «Кунь-Луня» 30 декабря. Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Тобиасу Мчуну в бою за серебряный пояс Всемирного боксерского совета в первом тяжелом весе до 90 килограмм. 12-раундовый поединок, состоявшийся в Красноярске, завершился победой Мчуну по очкам. Судьи единогласно отдали победу южноафриканцу. Лебедев принял решение вернуться на ринг после объявления о завершении карьеры. Это первый бой 40-летнего россиянина после перерыва. 8-кратный олимпийский чемпион Усейн Болт пробежался по новому национальному стадиону в Токио. На нем пройдет закрытие Олимпиады 2020. Подробности расскажет Татьяна Гомозова. Человек-молния Усейн Болт в субботу опробовал беговую дорожку нового национального стадиона в Токио, который следующим летом примет соревнования в рамках летней Олимпиады. Завершивший карьеру победитель 8 игр принял участие в эстафете во время церемонии открытия арены и получил при этом, по его словам, незабываемые эмоции. Потрясающее ощущение выступить перед всеми этими людьми. Я счастлив и взволнован. Поскольку в Олимпиаде я не участвую, пробежать по этой дорожке само по себе событие. Арену, сооруженную на месте старого олимпийского стадиона, закончили строить в ноябре, за 9 месяцев до того, как здесь состоится церемония открытия игр. В субботу первые зрители, около 60 тысяч человек, увидели своего рода уменьшенную версию того, что ждет болельщиков 24 июля 2020 года. Гвоздем программы стал фестиваль Мацури, традиционный для Японии религиозный праздник, характерной чертой которого является шествие по улицам. Оно сопровождается танцами и громкими возгласами, чтобы развеселить богов. Уже 1 января новый национальный стадион примет первый спортивный турнир – финал футбольного Кубка Императора. А в мае здесь состоятся пробные состязания перед Олимпиадой. Мужская и женская сборные России одержали победы в финалах первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу и стали победителями турнира. Соревнования проходили в Москве. Женская сборная России в финале переиграла соперниц из Норвегии со счетом 8-0. Мужская команда России в своем финальном матче победила команду Румынии. Результат встречи 4-2. Чемпионат Европы по регби на снегу проводился впервые. В турнире принимали участие по 8 женских и мужских команд. Якутянин Владимир Балынец стал обладателем приза спортивных журналистов России «Серебряная лань» как лучший паралимпиец 2019 года. В десятку лучших спортсменов также вошли чемпионка мира по легкой атлетике Анжелика Сидорова, фигуристка Алена Косторная, гимнаст Артур Далалаян и другие российские спортсмены, отличившиеся в уходящем году. Отмечается, что торжественное вручение награды пройдет совместно с Олимпийским комитетом в феврале 2020 года. На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных событий на Якутия-24.